Представляем вам самую позорную страницу из жизни Северо-Осетинской Республики. Это геноцид и этническая чистка, устроенная осетинскими бандформированиями в 1992 году по отношению к ингушскому народу, проживавшему на территории Северной Осетии. Фотографии невинных жертв ингушской национальности, погибших от осетинской агрессии в 1992 году. Лянов Ибрагим Абукарович, 1964 года, убит 22 декабря 1992 года в поселке Корца. Лянов Абукар Яхьяевич, 1940 года, убит 4 ноября 1992 года в поселке Корца. Куштов Увейс, 1937 года. В начале конфликта был взят в заложники осетинскими бандформированиями, убит 4 ноября 1992 года. Куштов Магомед Юсупович, 1948 года рождения, убит 2 ноября 1992 года в поселке Южном. Куштов Алихан Багаудинович, 1951 года, убит 3 ноября 1992 года в поселке Южном. Кукурхоев Хусейн, 1969 года, убит 2 ноября 1992 года в селении Куртат пригородного района. Катиев Шамсудин во время конфликта вывозил убитых и раненых из пригородного района. Убит выстрелами снайперской винтовки в селении Дачном пригородного района. Катиев Лом Али Исаевич, 1963 года рождения, убит 22 ноября 1992 года в селении Терек. Коригов Муса Маткиреевич, 1975 года рождения, убит в Чермен, Мачхиюрт пригородного района. Кадзоев Умар Магомедович, 1960 года, убит 1 ноября 1992 года в селении Чермен. Итазов Умарбек Джабраилович, 1952 года рождения, убит в селении Дачном пригородного района. Тело было привезено в город Назрань из морга города Владикавказа 23 декабря 1992 года с множественными огнестрельными ранениями, похоронен на мемориальном кладбище Озат-Качмач. Илиева Тамара Хизировна, 1948 года рождения, проживала в селении Тарском пригородного района. До 6 декабря 2011 года Тамара Хизировна числилась пропавшей без вести. В 2011 году была проведена эксгумация неопознанных тел, захороненных на мемориальном кладбище. Благодаря анализу ДНК личность Тамары была установлена. Выяснилось, что ее тело было захоронено 4 ноября 1992 года как неопознанное. К сожалению, фото плохого качества. Илиев Хаджибекар, 1956 года рождения, убит 2 ноября 1992 года, селение Камбелеевское, пригородного района около своего дома. Зенгиев Юсуп Мухтарович, 1964 года рождения, убит 2 ноября 1992 года в поселке Корца. Евлоев Маис Газиевич, 1955 года рождения. В начале конфликта был взят в заложники в городе Владикавказе и вывезен в селение Мэрамадак, места массового содержания заложников. Тело Евлоева с многочисленными огнестрельными ранениями было найдено в Кабанском ущелье 14 февраля 1993 года и привезено в город Назрань. Похоронен на мемориальном кладбище в Назране. Евлоев Иса Умарович, 1960 года рождения, убит 1 ноября 1992 года в селении Дачном. Евлоев Ахмед Заурбекович, 1919 года рождения, убит 4 ноября 1992 года в селе Чермен пригородного района во дворе своего дома осетинскими бандформированиями.
Дашлакиев Муса Ахмедович, 1961 года рождения, убит 6 ноября 1992 года в селе Куртат, пригородного района. Дасхоев Хаджибекар Хасанович, 1933 года рождения, убит 31 октября 1992 года в поселке Корца, пригородного района, возле своего дома. Далаков Бекхам Берсанович, 1947 года рождения, убит 15 декабря 1992 года в селении Чельмен, пригородного района, во дворе своего дома. Дзейтов Аюб Хусейнович, 1965 года рождения, житель села Алиюрта Назрановского района Республики Ингушетия, гостил у сестры отца в селе Камбелеевское, пригородного района, попал под обстрел колонны бронетехники в селе Дачном, был убит, похоронен в селе Алиюрте, Республика Ингушетия. Зауров Хаджибекар Саламбекович, 1975 года рождения, убит 2 ноября 1992 года в селе Камбелеевское. Дзауров Тембулат Сасламбекович, 1920 года рождения, убит после возвращения в родное село Куртат, пригородного района в 1995 году во время обстрела военного городка, который находился под охраной МВД Российской Федерации. Дзауров Мурат Аслангиреевич, 1973 года рождения, убит 31 октября 1992 года в селе Камбелеевское. Дзауров Аслангирей Асиевич, 1929 года рождения, был взят в заложники 31 октября 1992 года военнослужащими, дислоцирующимися на окраине села Камбелеевское, пригородного района, в то время, когда хотел забрать тело расстрелянного сына, лежащего на улице родного села. Был передан осетинским бандформированием. Труп Заурова с многочисленными огнестрельными ранениями и ожогами был доставлен в город Назрань в 1993 году и похоронен на мемориальном кладбище в городе Назране. Дежаутханов Ваха Умарович, 1957 года рождения, убит 1 ноября 1992 года во время обстрела села Куртат, пригородного района, осетинскими бандформированиями, похоронен в селе Нестеровское. Даурбеков Султан Магомедович, 1927 года рождения. В начале осетино-ингушского конфликта находился на лечении в республиканской больнице города Владикавказа, где был задушен и убит 2 ноября 1992 года. В тот же день в районе поселка Южного был расстрелян его сын, который вез его тело домой, чтобы похоронить. Похоронены отец и сын в селении Плиево. Даурбеков Руслан Султанович, 1959 года рождения. Отец Даурбекова Руслана, Даурбеков Султан, был задушен в республиканской больнице города Владикавказа. Руслан приехал забрать тело отца, возвращаясь из города Владикавказа в поселке Южном. Его остановили осетинские бандформирования и на глазах матери и жены расстреляли. Похоронены отец и сын в селе Плиево Назрановского района Республики Ингушетия. Даурбеков Аюб Якубович, 1968 года рождения, убит 31 октября 1992 года в селе Куртат. Горбаков Макширип Мажиевич, 1928 года рождения, убит 2 ноября 1992 года в селе Куртат. Газов Шамсудин Ибрагимович, 1954 года рождения, был взят в заложники в городе Владикавказ. 17 ноября 1992 года тело Гетагазова Шамсудина было найдено со следами насильственной смерти в районе Сапитской будки, город Владикавказ.
Китагазов Идрис Хаспотович, 1926 года рождения. Был взят в заложники из дома в поселке Южном. Его дом был подожжен. До 2009 года Идрис числился пропавшим без вести. В 2009 году была проведена эксгумация неопознанных тел, захороненных на мемориальном кладбище в городе Назрани. Благодаря анализу ДНК личность Идриса была установлена. Выяснилось, что его тело было захоронено 3 ноября 1992 года в могиле номер 6 как неопознанное. Гасаров Юсуп Агиевич, 1926 года рождения. Убит 4 ноября 1992 года. Его машину расстреляли и подожгли в селе Чермен.